лагерях перевоспитания, называемых китайскими властями центрами обучения, содержатся не только уйгуры, но и казахи, а также представители других тюркских национальностей. Известно, что в лагерях находятся и сотни граждан Казахстана. Телеканал BBC передает, что казахи рассказали о зверствах, с которыми столкнулись в лагерях. Узникам кололи неизвестные препараты, принуждали отказаться от родного языка, петь китайские песни, били и подвергали пыткам. Несмотря на то, что Китай заявляет, что все студенты находятся в так называемых образовательных центрах добровольно, те, кому удалось бежать за границу, утверждают обратно. Бывшая узница Гульзира Ауильхан рассказала, что лагеря ничем не отличаются от тюрем и колоний. Репрессий китайских властей не избежал даже 90-летний Авудун Аюб из города Артуш, проработавший имамом последние 30 лет. Мариам Ханым из города Бостон сообщила, что в феврале 2019 года ее дядю забрали в лагерь. Ссылаясь на официальные данные, радио «Свободная Азия» подтвердило, что Авудун Аюб был арестован в 2017 году по обвинению в религиозном экстремизме и проходил лечение под стражей, о чем есть запись в актовой книге госпиталя. Знакомые Авудуна Аюпа, проживающие за границей, утверждают, что бывший имам был уважаемым и порядочным человеком. Арест пожилого человека – не что иное, как оскорбление ислама и мусульман. Европейские компании заявили, что основным препятствием для участия в китайском проекте «Один пояс, один путь», названном современным шелковым путем, является недостаточная прозрачность проекта и отсутствие подробной информации. В результате исследования китайского филиала Торговой палаты Евросоюза только 20 из 132 европейских компаний заявили о своем участии в проекте. Основной причиной отказа от участия в тендерах европейские компании назвали недостаточную информацию об инвестировании в такие объекты Азии, Ближнего Востока, Африки и Европы, как порты, железные дороги, автодороги и производственные зоны. Руководитель торговой палаты сообщил, что те компании, которые занимают место в проекте, в основном ведут деятельность в сферах, требующих особый доступ. Всемирная организация здравоохранения предупредила о новом китайском вирусе, несущем угрозу для всего мира. В Японии был зарегистрирован один случай заражения китайским вирусом. Незадолго до выявления вируса 30-летний японец побывал в Китае. Всемирная организация здравоохранения призвала медицинские учреждения всего мира быть готовыми к борьбе с эпидемией. После неожиданной отставки правительства Дмитрия Медведева, Госдума одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Назначить Мишустина вместо Медведева предложил Владимир Путин. Примечательно, что Медведев ушел в отставку сразу после заявлений Путина о конституционной реформе, означающей изменение политической структуры страны. Согласно новым законам, вместе с сохранением президентской формы правления будут расширены полномочия парламента. Отставка Медведева и изменение Конституции стали темой обсуждения и спекуляций по вопросу окончания президентского срока Владимира Путина. Политологи считают, что Путин готовит почву для сохранения власти.